Я считаю, что обучение языку, литературы уместно начинать с раннего возраста, и поэтому, безусловно, мы будем стараться расширять программы изучения башкирского языка и литературы в школах Башкортостана, а также тех регионов, где есть башкирская диаспора, включая, безусловно, Москву и Санкт-Петербург. Знаете, очень тонкий нюанс, который возникал все эти годы, это подспудное и явное разделение видов образования. То есть образование на национальном языке, а есть образование, где превалирует русский язык, и неминуемо, к большому сожалению, теряется башкирский язык и литература даже представителями этой титульной нации. Поэтому наша задача — это вне национальной принадлежности обучающихся дать возможность ознакомиться с творческим пластом как Мустая Карима, так и его современников, ну и, собственно, может быть, помимо литературы художественной, еще и поддерживать академические учебные заведения литературой, книгами, учебными материалами по краеведению и по истории башкирского народа. Я считаю, что та опасная тенденция, при которой сельские дети практически полностью лишены возможности обучаться башкирскому языку и литературе на современных носителях и в современных условиях, эта тенденция приведет к тому, что рано или поздно башкирский язык и литература окажутся в очень опасной ситуации. Поэтому я считаю, что функция просвещения — это не только деньги, это еще и передовые технологии, через которые можно обучать детей, студентов родному языку. И, конечно, своими целями мы видим, в частности, популяризацию литературного наследия и Мустая Карима, и его современников через современные средства. Это и полное цифрование библиотек, это и создание интерактивных сайтов с доступом в разных уголках нашей республики для всех желающих, и, наконец, приведение всего того, что было создано за многие десятилетия башкирской культуры в соответствии с современными требованиями.